Здравствуйте, ребята! Мы с вами начинаем очередной урок русского языка. Ваши тетради для письменных работ готовы? Предлагаю посмотреть и прослушать фрагмент из известного стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» и подумать, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова. Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры, а у Левы мама повар, мама летчик. Что ж такого? И спросила Нина тихо, разве плохо быть портнихой? Летчик водит самолеты. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Думаю, вы догадались. Тема урока «Кем быть?». Сегодня на уроке вы узнаете, как дать характеристику человеку или предмету. Узнаете, какой частью речи, кроме глагола, может быть выражено сказуемое. Расскажете о своей будущей профессии. Наш урок, как всегда, мы начнем со знакомства с новыми для вас словами. Отважный, оканчивать, окончить, одобрять, одобрить. Слово «отважный» означает «смелый», «храбрый». Говорят так: человек отважный, человек смелый, человек храбрый. Поступок отважный, поступок смелый, поступок храбрый. Слова «оканчивать», «окончить» означают довести, сделать что-либо до конца. А слова «одобрить», «одобрять». Ребята, вспомните, что говорят ваши родные, мама или папа, братья или сестры, если вы сделали что-то хорошее, полезное. Например, убрали квартиру или вынесли мусор. Наверное, они говорят вам: «Молодец, что убрал комнату», или «Хорошо, что ты вынес мусор». Им нравится то, что вы сделали. Они одобряют то, что вы сделали. То есть считают, что вы поступили хорошо, правильно. Давайте посмотрим, как употребляются эти слова в речи. Ребята, я буду читать, а вы повторяйте. Оканчивать, окончить школу. Оканчивать, окончить работу. Одобрять, одобрить школу. Одобрять, одобрить работу. А теперь выполните такое задание. Прочитаем следующие слова. Подумайте, как сказать по-другому. Отважный, радостный, прекрасный, бесстрашный. Правильно выполнить задание вам помогут слова для справок. Ребята, синонимы запишите в тетрадь. Давайте проверим, что у вас получилось. Отважный, храбрый, радостный, веселый, прекрасный, красивый, бесстрашный, смелый.
Прослушайте диалог. Он будет перед вами. О ком этот диалог? Кто это? Это ученик. Кто он такой? Он мой брат. Брат – отличник. Ребята, в диалоге говорят об ученике, что он брат одного из участников диалога и что он отличник. Обратите внимание на последнее предложение. Брат – отличник. Давайте найдем грамматическую основу. О ком говорится в предложении? О брате. Кто брат? Брат – подлежащее. Что говорится о брате? Что он отличник. Отличник – сказуемое. Сказуемое в этом предложении выражено именем существительным в именительном падеже. А теперь, ребята, самостоятельно найдите грамматические основы следующих предложений. Напомню, подлежащее и сказуемое – это грамматическая основа предложения. Мой отец – фермер. Чингиз Айтматов – известный писатель. Сюмёнкул Чокморов – кыргызский актер. Аларча – заповедник недалеко от Бишкека. Этот спортсмен – победитель республиканских соревнований. А теперь проверим. Мой отец – фермер. В этом предложении подлежащее отец, сказуемое фермер. Чингиз Айтматов – известный писатель. Чингиз Айтматов – подлежащее, писатель, сказуемое. Сюмёнкул Чокморов – кыргызский актер. Сюмёнкул Чокморов – подлежащее, актер, сказуемое. Аларча – заповедник недалеко от Бишкека. Аларча – подлежащее, заповедник, сказуемое. Этот спортсмен – победитель республиканских соревнований. Спортсмен – подлежащее, победитель, сказуемое. В этих предложениях, ребята, подлежащие и сказуемые выражены именами существительными в именительном падеже. Обратите внимание, что в таких случаях между ними должно стоять тире. А теперь проведем небольшое исследование. Внимание на экран. Брат стал отличником. Что говорится о брате? О брате говорится, что он стал отличником. Сестра стала учительницей. Что говорится о сестре? О сестре говорится, что она стала учительницей. В этих предложениях сказуемые «стал отличником» и «стала учительницей». Вы заметили, что слова «отличник» и «учительница» употреблены в творительном падеже? Думаю, заметили. Ребята, нужно запомнить, если мы используем слова «быть», «стать», «являться», то нужно задать вопросы «кем» или «чем» и употребить имя существительное в творительном падеже без предлога. Предлагаю выполнить упражнение. Ребята, перед вами предложения, но в них нет некоторых слов. Дополните эти предложения.
Проверим. Может быть, у вас получилось так. Бишкек – столица нашей Родины. Наша Родина – Кыргызстан. Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт. И еще одно задание. Подумайте, ребята, в какой форме нужно употребить выделенные слова. Запишите получившиеся предложения. Проверим первое предложение. Боец Аскаров – кыргызстанец. Второе предложение. Мария стала воспитателем. И третье предложение. Я окончу школу и стану шофером. Предлагаю пройти небольшой тест. Как правильно дополнить предложение? Первый вопрос. Моя сестра будет... Давайте проверим. Моя сестра будет врачом. Второе предложение. Диана станет... Проверим. Диана станет артисткой. Наш сосед писатель. Моя тетя... Правильно так. Моя тетя медсестра. Бакыт и Алишер будут... Бакыт и Алишер будут строителями. Наш сосед в молодости был... Наш сосед в молодости был таксистом. Если вы правильно выполнили все задания в тесте, то вы поработали на отлично. Если вы выполнили правильно 4 или 5 заданий, то вы поработали на хорошо. Ребята, если у вас другие результаты, то будьте внимательны к падежам. Постарайтесь запомнить падежные формы. И еще одно задание. Как вы ответите на такие вопросы? Отвечайте кратко, одним словом. Используйте для ответа слова в скобках. Ответы запишите. Кем хочет стать Эрик? Видите, ребята, в скобках бизнесмен. Проверим. Кем хочет стать Эрик? Бизнесменом. Кем хочет стать Улан? Кем хочет стать Улан? Футболистом. Кем твой брат хочет стать?
Кем твой брат хочет стать? Учителем. Кем хочет стать Алина? Кем хочет стать Алина? Домохозяйкой. Кем хочет стать Айсулу? Кем хочет стать Айсулу? Писательницей. Ребята, вы, наверное, знаете, кто такой Алексей Максимович Горький. Алексей Максимович Горький – русский писатель. Прослушайте рассказ об одной его встрече с жителями города Харькова. Будешь героем. Алексей Максимович Горький – великий русский писатель. В 1928 году его пригласили в город Харьков. От школьников Украины писателя приветствовал 8-летний Толя Нефёдов. Горький спросил Толю: «Кем ты хочешь быть?» «Летчиком». «Очень хорошо. Будешь летчиком, героем станешь», – одобрил Алексей Максимович. Прошло много лет. Когда Толя окончил школу, он стал работать слесарем на заводе. По вечерам ходил в местный аэроклуб. Там он научился водить самолеты. Пришла война. Нефёдов стал отважным летчиком и храбро бил врага. Он стал героем, и его наградили орденом. Ребята, думаю, вы внимательно слушали текст. Ответьте на вопросы. Я буду задавать вопросы, а вы дополните ответы, которые видите на экране, нужными словами. Первый вопрос. Кто такой Алексей Максимович Горький? Как Толя Нефёдов ответил на вопрос писателя: «Кем ты хочешь быть?» Третий вопрос. Одобрил Горький желание мальчика? Что он сказал? Следующий вопрос. Кем стал работать Толя Нефёдов, когда окончил школу? И последний вопрос. Кем стал Нефёдов во время войны? Давайте проверим. Алексей Максимович Горький – великий русский писатель. Второе предложение. Второй ваш ответ. Кем ты хочешь быть? Летчиком. Очень хорошо. Будешь летчиком, героем станешь. Следующее ваше предложение, ответ. Когда Толя окончил школу, он стал работать слесарем. Толя Нефёдов во время войны стал летчиком. А может быть, вы ответили так. Толя Нефёдов во время войны стал героем. Оба ответа, ребята, конечно, правильные. Мечта мальчика Толи, героя рассказа «Будешь героем», сбылась. Он хотел стать летчиком, и он стал им. Мне стало интересно, кем хотели стать мои знакомые в детстве. И я спросила у них. Послушайте, что они ответили. В детстве я хотел стать певцом, а стал режиссером. В детстве я хотела стать медсестрой, а стала ветеринаром. В детстве я мечтала стать банкиром, а стала домохозяйкой. В детстве я хотела стать портнихой, а стала артисткой. Когда я был маленький, я хотел стать милиционером, а стал пограничником.
А кем хотите быть вы, когда окончите школу? Предлагаю написать об этом эссе, положить его в портфолио. Может быть, через много-много лет вы захотите найти это эссе и увидите тогда, сбылась ли ваша детская мечта. А написать эссе вам помогут вопросы. Кем ты хочешь быть? Где ты будешь работать? Что ты будешь делать? Что для этого нужно? Почему ты выбрал эту профессию? Ребята, и еще об одной мечте. Давайте улыбнемся. Было тихо, было темно. В темноте сквозь мутное окно светили желтые звезды. В тишине слышались какие-то шорохи. Мышка вздохнула и сказала: Когда я вырасту, я обязательно стану кошкой. А сейчас подведем итоги. Сегодня мы узнали, как дать характеристику лицу или предмету. Узнали, какой частью речи, кроме глагола, может быть выражено сказуемое. И подготовились написать эссе о своей будущей профессии. На этом, ребята, я прощаюсь с вами. До новых встреч!